Чей позох изенер прайзна. Это хакасское выражение изенер прайзна. Всем привет. Пюн пстын пастагы угредыг. Сегодня у нас первое занятие. Давайте я сейчас эти выражения вам в чат отправлю. Вот, изенер прайзна. Всем привет. И второе выражение. Пюн пстын пастагы угредыг. Сегодня у нас первое занятие. Пюн пстын пастагы угредыг. Сегодня у нас первое занятие. Давайте я сейчас дословно переведу. Изенер прайзна. Изенер обращение ко всем. Прайзна всем. Прайзы, корень слова все. Прайзна ко всем. Буквально переводится так. Привет ко всем, если это переводить буквально на русский язык. Но смысловое значение всем привет. Всем здравствуйте. Да? Пюн сегодня. Пстын у нас. Пастагы первый. Угредыг обучение буквально. Первое обучение. Пюн пстын пастагы угредыг. Сегодня у нас первое занятие. Ну, давайте я тут... Мы начинаем сегодня с темы приветствия. И сейчас я включу... Так, показать экран. Да, и вот смотрите, тут я сейчас закачал несколько видео. И хочу показать, как народ в реальности приветствует друг друга в реальной жизни. Ну, давайте вот сейчас. Так. Давайте я сейчас проиграю этот файл, наверное, да. Вы отпишитесь, слышно или нет. Вот эта фраза, которая сейчас проиграется на видео. Сейчас, подождите еще раз. Так, давайте еще раз эту фразу, эти фразы. Но вы, наверное, узнали, это Кирилл Салтыреков, наш артист, это Үртүн Тойы. Айтыс, Айтыс, прошу прощения. И вот смотрите, как он обращается к народу. Давайте мы пока на этом остановимся. Он говорит, изен ползын шон шахсы. Шон шахсы. Шон буквально народ, шахсы хороший. Ну, смысловой перевод, шон шахсы. Так, хороший народ, да. Так, он дальше говорит, изен ползын ағы ужеларға. Ағы дед, уже бабушка. Ағы ужелар, дедушки, бабушки. Ужеларға, дедушкам и бабушкам, да. Изен болзын ағы ужеларға приветствует всех старших по возрасту. Так, и дальше сейчас, там, по-моему, улғанарға говорит. Дальше он говорит, изен болзын улған узаха. Давайте я сейчас пропишу. Улған узаха, допустим, да. Изен болзын узаха. Я изен болзын не прописываю. И ага ужеларға. Ага ужеларға. Ага ужеларға. Изен болзын ага ужеларға. Приветствует всех старших. И дальше теперь еще раз слушаем. Изен болзын щит улусха. Щит улусха. Щит улус это молодежь. Щит молодой, улус как бы народ. Да? Народу, молодому народу. Щит улусха. Молодежи. Он говорит, изен болзын щит улусха. Ну вот это вот официальное приветствие, которое он произносит. Ну, вы наверняка не часто, наверное, слышите вот такое расширенное, что ли, приветствие. Вот, обычно изен, да. Ну и все, вот, керектер хайти парша. Ну, керектер хайти парша, как дела, я потом пропишу. Вот, это одно приветствие. Давайте еще раз прослушаем его полностью. Ну вот, это одно приветствие. Так, я хочу понять, вам сейчас слышно было то, что
проговорил Кирилл Султреков или нет. Если слышно было, пропишите 5. И я сейчас отправлю. Так, ага, слышно было хорошо. Давайте я в чат отправлю. Так. Можно будет, наверное, скачать. Да, там можно будет скачать вот это видео. Дальше. Следующее приветствие. Одно из приветствий. Очень короткое. Тоже хочу сейчас поиграть. Ну да. Изен Болзен Прайзна. Ну, мы это проговорили. Это Нина Семеновна Майнагашева. Так, Изен Болзен Прайзна. Так, и еще одно приветствие. Сейчас, подождите, проиграю. Так, тут немножко по-другому. Так, давайте еще раз я поставлю на самое начало. Сейчас еще раз. Еще раз внимательно прослушаем. Вот, она говорит, шалахай куннан арлых алжиларым. Да, шалахай куннан арлых алжиларым. Шалахай куннан арлых алжиларым. Так, ну, видео, наверное, я думаю, потом можно будет скачать. Это видео будет на уроках и в YouTube. Потом их можно будет воспроизводить у себя на компьютере дома. Так, шалахай куннан арлых алжиларым. И дальше слушайте. Да, арлых алжиларым. Шалахай куннан. Шалахай — это хороший, приятный, да, светлый. Шалахай кун — день буквально. Шалахай куннан — с добрым днем. Буквально интерпретация этой фразы. Арлых — дорогой. Алжи — гость. Алжилар — мои гости. Так, алжиларым. Шалахай куннан арлых алжиларым. Добрый день, мои дорогие гости, говорит она. Ну, с видео могут быть проблемы, знаете, какие. Тут может быть скорость интернета, доступ к интернету, возможно, ну, связан со скоростью, да, интернета. Больше других причин я как бы не вижу. Или, может быть, компьютер, видеокарта, может быть, не очень, скажем так, хорошая, да. Ну вот эти видео я потом скину. И дальше, смотрите, обратите внимание, вот в юрте написано «Алжи пулыңар». «Алжи пулыңар», будьте гостями буквально. Вот. И вот смотрите, что отвечает наш министр культуры. «Алғыс болзын сірерге». Он говорит по-хакасски. «Алғыс болзын сірерге». Он буквально означает «Алғыс болзын сірерге». «Алғыс болзын» — спасибо. «Сірерге» — вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Вот. Вот эти вот фразы, давайте я сейчас их тоже дам в ссылке, вы их скачаете. Так, сейчас подождите. Так, я видео отправил, можете скачать. Так, Изен Болзен Прайзна тоже, это Нина Семеновна, тоже можете скачать. Но я хочу еще раз повториться, эти видео, они будут в канале. Так, ну вот эти 3 видео я хотел показать сегодня. Первое — это Султреков Кирилл, это официальное приветствие. Изен Болзен, там очень большая интерпретация, обращается ко всему народу, да. Ну, а в жизни, как в реальной жизни, допустим, хочу пояснить. Изен. Когда мы говорим просто изен, привет, да, мы можем сказать человеку
одного возраста или младше, чем мы, да, мы можем сказать изен. Но когда старше нас, обязательно нужно сказать изеннер. Изеннер, допустим, ребенок не может сказать взрослому изен, ну, некорректно. Нужно обязательно изеннер, да. Или вы, допустим, даже, ну, я к старшим моего возраста изен сказать не могу, некорректно. Нужно сказать изен, это один случай. Второе, изеннер, когда много людей, а вы один, да. Коллектив какой-то или группа людей, вы подходите и говорите изеннер. Вы не можете сказать изен, 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 да. Изеннер ко всем сразу, изеннер. Можно сказать изеннер прайзена. Изеннер прайзена, каждому, то есть не, можете с каждым не здороваться, но поздороваться изеннер прайзена. Так можно будет сказать, да. Ну, некоторые отвечают на изеннер, говорят изенох. Чем отличается изен от изенох? Изенох. Изенох человек может сказать тогда, когда вы очень хорошо знакомы. Это в этом случае корректно. Но если вы не знакомы или у вас не очень приятельские отношения, скажем, а такие нормальные отношения, вы, конечно, изенох уже, ну, некорректно будет сказано. Лучше сказать изеннер или изен, да, если взрослый. Ну, если равный по возрасту, но лучше сказать изеннер ко взрослым. Изенох — это условно понебратские отношения, уже когда очень близкие отношения, когда вы друг друга хорошо понимаете. О, изен, изенох, ну да, привет, привет, ну да, привет. Это когда вы очень близко знакомы, это друзья какие-то, каждый день видитесь, изен, изенох, это изенох тогда подходит. Вот это фраза приветствия. А теперь, давче вы видели, когда встречали министра, шаллахай куннам. Это калька, конечно, с русского языка. На самом деле у хакасов я раньше такого приветствовал, когда учился в 80-е годы, этих фраз у нас не было. Это за последние 25 лет, по-моему, пришло. Ну, как-то же надо ведь переводить вот добрый день, добрый вечер, доброе утро, да, ну и как, ну, у хакасов, ну, я лично этих фраз никогда не слышал. Ну, я жил с бабушкой, которая не знала русского языка, мы никогда таких слов не говорили. Шалаха иртеннам. Давайте я сейчас покажу, продемонстрирую экран, еще раз буду демонстрировать экран и обращаться уже, смотрите, к русско-хакасскому разговорнику. Вот когда составляли разговорник, тут уже понадобились эти фразы. Доброе утро, допустим, да, вот Ольга Васильевна Субраковой. Шаллахай иртеннам. Шаллахай добрый, светлый, хороший. Иртен утро. Иртеннам утром. С добрым утром буквально, да. Шаллахай иртеннам. Или шаллахай куннам. И вы сегодня видели вот на видео шаллахай куннам. Арлыгалжыларым было произнесено, да. Или шаллахай ирнам. Ир буквально вечер. Шаллахай ирнам добрый вечер. И эти фразы теперь уже они употребительные, они нормально звучат. И если вы, допустим, где-то куда-то пришли в гости и говорите шаллахай ирнам, эти фразы уже не звучат, ну, по крайней мере, на слух ложатся хорошо, поэтому можно не стесняться этих фраз, хотя они, я еще раз хочу повторить, они калькированы. Это русскоязычная лексика, они пришли с русского языка, эти кальки. Но кальки эти прижились, скажем так, и мы их употребляем теперь в реальной жизни. По теме встречи приветствия у меня есть на канале, сразу давайте я покажу, целый видеоурок. Тут я начитывал эти видеоуроки. Да, так, сейчас подождите, я ссылку дам. Открою так, другую страничку, чтобы не сохранить ту предыдущую. И смотрите, там эти темы я начитываю по Ольге Васильевне Субраковой. И можете тоже обращаться к этим видео. Давайте я вам скину ссылку на эти видеоуроки, и они там есть. Так, сейчас. Вот. Так, вот попробуйте проверить. Это плейлист на уроки
озвучки вот этого вот разговорника, который я сейчас только показывал, русско-хакасский разговорник. И эти фразы, они разобраны подробно, начитаны и разобраны. Как раз тут вот вы видите, да, тема приветствия, она вот есть в этой части видео, там на 18 минут, поэтому здесь я повторяться не буду. Ну, давайте теперь, какие есть у вас вопросы, может быть, пожелания по теме пока встреча, по теме приветствия? Что было непонятно или что было понятно? Так, по теме приветствия по Изеннер вопрос есть, там все было понятно? Если все было понятно, там поставьте пятерку. Если какие-то есть вопросы, можете сразу задать. Я здесь и отреагирую. Так, понятно. Так, улган узаха как перевести? Улган – ребенок, узах – грубо, ну, дословно мелочь. Улган узах – это ребятишки маленького возраста. Улган узаха. Улган узах – дети-ребятишки маленького возраста. Изен болзан улган узаха. Приветствую всех ребятишек до самого малого возраста, если буквально переводить. Так, давайте вот изен изенуктор. Ну и следующая дежурная фраза. Ну, вот, мы же здороваемся по-русски. Ну, привет, как дела? Киректор хайди барша. Это тоже калькированная фраза. Киректор хайди барша. Кирек. Сейчас я пропишу. Киректор хайди барша. Как дела? Как дела? Киректор хайди барша. Как дела? Можно ответить по-разному. Шахсы. Хорошо. Шахсы. Хорошо. Шарадах. Шарадах сойдет, пойдет. Сейчас, подождите. Так, сойдет. Пойдет, сносно. Вот примерно в этом контексте. Шарадах сойдет, пойдет. Можно ответить кёльджа. Кёльджа буквально означает медленно. Ну, как бы кёльджа, ну, понемножку. Вот так. Понемногу. Киректор хади парша. Кёльджа. Хомайнимес. Вариант. Хомайнимес. Неплохо. Неплохо. Знаете, вот как раз я редко когда встречаю людей, которые говорят хандре. Это хорошее слово, хандре, мощно. То есть хандре клево, да. Хандре это превосходная степень лучшего. Хандре это самая лучшая похвала. Хандре, да, круто, очень хорошо, допустим, да. Но редко кто, какой хакас скажет хандре, обычно по-хакасски называется это азанерга. Азанерга как бы не сглазить, да. Азан, азанерга. Хакастар азанчилар. Боязнь с глаза. Так, я тут вроде правильно написал. Азанерга, боязнь с глаза. Азанче. Хакас кзи азанче. Хакас ну, не то, что боится, он боится с глаза, да. Шахсы. Киректор хади барша. Шахсы, хандре, магат. Тоже вариант. Магат. Хорошо. Это тоже вариант хорошо. Магат. Хорошо. Ну вот вы можете отвечать вот в зависимости от ситуации на вопрос. Киректор хайди парша. Шахсы. Хоминимес. Магат. Кёльджи. Вариант шарадах. Энкюн. Так. Энкюн. Тоже вариант. Энкюн. Тоже как бы
понемногу, не торопясь, ингюн, не торопясь, да. Ну вот такие ответы шаблона обычно используются вот на вопрос «Киректор хади парша». Следующая, как бы дежурная фраза «Изен хасхпа». Хасхпа, как здоровье. Здоров ли буквально. Я сейчас... Хасхпа, здоров ли, это буквальный перевод. Хасхпа, здоров ли. Изен хасхпа. Ну тут шарир сойдет, да. Шарир сойдет. Шахсы, хасхпа. Я шахсы. Хоминимес хасхпа. Шарир. Ну, обычно шарир, да, сойдет. Ну, если, конечно, охота пожаловаться, можно, конечно, пожаловаться. Кюместен ахршем, да. Кюместен, кюмес это немного. Кюместен ахршем или ахрпаршем. Ахрпаршем. И пошли жалобы, и начинаем говорить там про здоровье, у кого что, да. Это уже продолжение как бы темы. Ну, кюместен ахрпаршем, да, прибаливаю чуть-чуть. Прибаливаю. Смысл прибаливаю, да. Болею чуть-чуть. Кюместен, кюмес немного, кюместен понемногу. Агр паршам, болею, побаливаю понемногу, да. Ну вот, я так навскидку. Хасхпа, шарир, хандре, магат, да, шуртапшам, хайдита. Я отвечаю, шуртапшам, хайдита. Поживаю как-то. Шуртапшам. Буквально шуртапшам означает живу. Шурта живи. Шуртапша живет. Шуртапшам я живу. Хайди д как-то. Как-то поживаю. Ну, типа еще я живой. Слава богу, да. Шуртапшам хайдита. Да, как-то поживаем. Ну, вот такие вот дежурные ответы, дежурные фразы на приветствие. Ну, давайте еще раз. Изен, можете сказать, изенох, хасхпа, да шарадов. Киректор хади варше, хуминимес. Ну, вот примерно вот так вот. Давайте теперь по домашнему заданию. Все-таки, наверное, я думаю, их следует выполнять, чтобы как бы упражнять свое мышление, да. Вот смотрите, давайте мы так сделаем, чтобы вы не просто были пассивными слушателями видео, но и сами еще активно как-то воспроизводили себя, да. Я предлагаю вариант следующий. Записывайте на телефон, не обязательно видео, но аудио. Как вы усвоили вот эти вот фразы. Допустим, сегодня у нас несколько было фраз, и вам нужно их также начитать, прочитать, повторить за теми видео, которые там проговорили, да, и выложить где-то, вот давайте, наверное, их выложим, вот эти вот аудиофайлы в группе Фейсбука. Так, есть тут создана такая группа. Так, сейчас, подождите, я... Так, не здесь. Вот где эту группу найти? Вот смотрите, как находить группу, куда можно эти файлы записывать. Идем в Хакасский язык онлайн на сайт, на сам сайт. Нажимаете на страницу Хакасский язык онлайн. Тут выйдут уроки. И справа здесь есть страница на Facebook. Нажимаете вот на эту картинку. И эта картинка приведет вас вот к этой странице. Желательно сюда войти, написать, я вас туда потом, ну, в общем, подпишу. И вот здесь можно выкладывать аудиофайлы. Прямо здесь. Не обязательно видео, потому что не все хотят видеофайлы выкладывать, но аудио можно выложить. Я думаю, аудио как бы тут ничего такого зазорного нет. И уже будет видно, кто принимает активное участие, скажем, в обучении или в реальном обучении того, что вы учите, да.
И это первое. И второе, еще знаете, вот для чего это вам пригодится. Давайте, я тут не прописал. То есть это будет ваше портфолио. Портфолио. Да, давайте я тут пропишу. Смотрите, вот насчет портфолио, я хочу эту идею все-таки как-то досказать. Давайте я сейчас вернусь. Так, как с телефона выгрузить? Давайте я сейчас отвечу. Обычно у каждого телефона есть зарядка. Зарядка, ну у меня, допустим, зарядка, вот давайте, нет, я не смогу показать. Вот, вот смотрите, вот такая зарядка, так видно, нет? Вот. У меня, допустим, она такая, и эта зарядка с одной стороны, она вот вынимается и подключается к YouTube, это USB, ну вот такой, да, USB выход, а с другой стороны он подцепляется к телефону, вот. Это обычная зарядка. Я пользуюсь этой зарядкой и через этот же шнур я потом переписываю все данные уже на компьютер, а с компьютера уже я сливаю в интернет. Так, насчет стеснения, смотрите, вот группа, она доступна только для тех, кто туда подписан. Вот здесь, сейчас подождите. Так, ну здесь, да. Думаю, надо преодолевать свою собственное стеснение. Знаете почему? Вот, допустим, ну, я по аналогии, я тоже пытаюсь, изучая английский язык, я очень хорошо осознаю, что я никакойшный в произношении в английском языке, и у меня с русским языком-то не всегда хорошо получается, не всегда я умело выстраиваю фразы именно в разговоре. И тем не менее, все равно надо как-то говорить. Потому что если не говорить и не выносить на аудиторию, допустим, да, как мы будем реально потом себя подавать в людях. Если даже мы сейчас, когда вас никто не видит, допустим, даже фотографии, да, вот, без видео, мне кажется, нужно просто преодолевать внутренний вот этот вот психологический какой-то барьер, нужно преодолевать. А как мне оценивать? Я никак не смогу оценить, допустим, да, у вас очень хорошее произношение, или вот над этим нужно поработать. Я не смогу. В личку, можно в личку, конечно, я не против, но было бы лучше здесь, знаете, дело в том, что еще, ведь не только я могу как-то дать оценку, другие, это потом выход в народ, ведь кто-то, конечно, что-то там может посмеяться, на самом деле, действительно, может такое произойти, реально, я как бы тут но жизнь, она жизнь. Ведь многие, ну я так по опыту, в школе, когда мы учились, я заканчивал национальную школу, гимназию в 80-м году, у нас некоторые ребята, в общем, посмеялись, да, над шорским диалектом, и он все перестал говорить по-шорски, все перешел на русский язык. Конечно, это комплекс, понятно, что это комплекс того, что, да, неудобно вроде как, но мне кажется, все равно надо преодолевать как-то. Свои комплексы надо, может, люди все-таки взрослые. Так, какие есть еще вопросы? Все ли было понятно по сегодняшнему уроку? У нас пока такая тема приветствия и Zen, и есть видео. Вот эти видео, которые были сегодня, я их выложу отдельным файлом, и это будет прописано здесь в контенте уроков. Давайте я еще раз покажу этот сайт. Так, подождите, этот сайт, я ушел с сайта. Вот. И здесь в системе уроков, так, тут где-то внизу будет фундаментально, нет, давайте знакомиться, танцы Паланер, здесь вот эти материалы, они будут, пока тут ничего нет. Ну вот на сегодня пока вот такой материал у меня. И вот это видео, которое сейчас прописывается, оно тоже будет там же, в этом же уроке. Так, сурглар парбам. Вопросы есть. Теперь дежурная фраза, которую вы всегда должны понимать. Сурглар парбам. Вопросы есть. Теперь дальше. Щохполза. Если нет, пюнге угредыг толзача. Пюнге угредыг, вы уже знаете это слово. Пюнге угредыг, сегодняшнее занятие. Тозл ща заканчивается. Так. Так, сейчас ссылку дам. Ага, так, щохполза
Пюнге угредек тозлча. Шох полза. Если нет, пюнге угредек сегодняшнее занятие тозлча заканчивается. Так, сейчас ссылку на группу в YouTube дам. Так, уроки хакасского языка. Так, да. Вот ссылка на группу. Че сирерге алгыс ползым. Теперь вы эту фразу знаете от нашего министра культуры. Да, там эта фраза была произнесена. Сирерге алгыс ползым килген үшін. Я добавлю. Килген үшін за то, что пришли. Килген үшін. Килген үшін. Еще раз. Сирерге алгыс ползым килген үшін. Вам спасибо за то, что вы пришли и посетили это занятие. Ну, на этом мы заканчиваем сегодняшнее занятие по теме знакомства. Теперь до завтра, до 9 часов также вечером мы продолжим тему, наверное, знакомства и рассказа о себе. Чуть-чуть будем учиться говорить о себе. Че анным жоқтар пазен туғасанжа.